Здравствуйте, меня зовут Аза Руслановна. Я сегодня буду рассказывать вам про куклы, которые раньше делали у нас в старину. Раньше люди были сильно зажиточные, поэтому из куклы шили или делали из подручного материала. Особенно это делалось из лоскутков ткани. Но это было давно. Вот. А сейчас, в наше время, я вот сейчас делаю куклы из делаю вот такие вот куклы. Называются они интерьерные куклы. Работа, конечно, очень кропотливая. Сюда применяются и волосы, и вот видите, вязаные шапочки, это все я вяжу сама. Вот обувь сделана из фоамирана. Ткань такая вот, видите, воздушная сеточка применяется сюда. Вот куколка немножко приближена к чеченскому варианту. Она, эта девочка, у нас идет в хиджабе. Посмотрите, вот она немножко такая вот. Вот тоже обувь сделана из натуральной кожи. Вот посмотрите, вот такая вот у нее кожа, обувь. Такие вот пинеточки я сделала. Вот. Кукол у меня очень много, просто сейчас в данное время я вам показываю две куклы. Вот такие вот куклы делали раньше, вот наши бабушки. Вот. Еще в этих куклах еще применялись вот такие вот волосы. Волосы делали раньше, не было, конечно, таких вот ниток, все под рукой, конечно, не было. Делали волосы из кукурузных вот початок, вот такие вот у них ботва такая вот высохшая, из нее делали волосы. Сюда применяли они как подставочку, в лоскутки завязывали кукурузу или фасоль. И вот она вот так вот на такой подставочке куколка у нас стояла. Вот она и это должна стоять. Просто куколка немножко большая для такой подставки, но она в принципе стоит. Вот. У всех кукол, у всех народностей кукол принцип работы одинаковый. Все перевязывалось нитками, все перевязывалось лоскутками ткани. Вот такие вот делались куколки. Тоже вот я начала делать куколку. А сейчас я вам покажу принцип работы, как делали наши бабушки такие куклы. Так, сегодня я вам покажу куклу, которую мне показывала моя бабушка. Бабушка моя была с 1900 года рождения. Вот. Она нам много показывала разных кукол, но теперь сейчас я, конечно, не помню. Но самое главное, вот эту большую куклу, которую она всегда нам показывала, мы, в принципе, ее меняли, вот, но показывала она именно вот такие. Вот она брала сначала большую пуговицу. Вы, наверное, помните, у нас у всех были у бабушек такие большие жакеты черного цвета, и до них такие большие пуговицы были. Сейчас у меня пуговицы такой большой нету, но, в принципе, я взяла такой вот подходящую такой вот круглую вещичку и замотала ее синдипоном. Синдипоном, конечно, нам мало. Мы возьмем, у нас такой бохч, тоже старого такого фасона, да тоже. Все. Так, у нас сегодня мы используем синдипон, это такой вот современный вариант. А раньше синдипона, конечно, не было, использовалась шерсть, овечья шерсть. Поэтому сегодня у меня овечьей шерсти нету, я вам покажу на синдипоне. Вот берем синдипон, так, нам его, конечно, маловато, у нас вот такой бохч есть, вот, и возьмем еще побольше синдипона. И замотаем нашу большую пуговичку. Вот. Взяли мы эту пуговичку, замотали синдипоном. И берем любой лоскут такого светлого тона. Вставляем палочку сюда. Это у нас такая вот держатель палочка. Это как у нас основа ног. И начинаем материалом. Вот так вот берем. Вот так вот закутываем. Берем сильно и закутываем материалом. Материалом мы это все замотать, конечно, не сможем. Нам нужна для этого нитка. У меня есть нитка такая вот прочная. Сейчас я замотаю вот материал. Вот я замотала. Сейчас. И начинаем заматывать ниткой. Вот. Берем нитку и заматываем материал на палку. Вот так вот, вот так вот. Вот мы таким образом замотали эту ткань
к дереву, посмотрите, вот к куску этого дерева, к веточке вернее, и раньше вот эти вот бабушка мне показывала, раньше нитки такие были, вот сейчас они вот такие на пластмассовой основе, а раньше нитки были на таких вот деревянных катушечках. И вот она ставила вот эту катушечку, вот вместо этой катушечки я поставила вот эту бобину. И в эту катушечку она вставляла вот эту палочку с этой куклы. Но так как сейчас у нас такой катушечки нет деревянной, я примерно поставила вот такую вот катушечку. Вот у нас основа, на чем у нас стоит кукла. Вот основа. Теперь мы берем такую же палочку вот, и делаем руки. Таким же образом, тоже крест-накрест обвязываем сначала нитками, укрепляем эту палочку об эту основу, а потом мы будем обматывать ее тканью. Так, все, вот мы примотали вот нитками, такими прочными нитками, эту палочку к основе нашей. Теперь мы ее уже будем обворачивать белой тканью. Нитки используются разные, можно даже и темными, потому что они потом не будет видно уже в этой кукле, когда она у нас будет готовая уже. Мы сейчас эту ткань будем обматывать. Сейчас нарежем полосочками и начнем обматывать руки. Вот одну ручку мы обмотали. Теперь обматываем другую ручку. Так. И начинаем вот так вот обматывать такими вот движениями. Вот. Раньше материалы были не в таком ассортименте, как вот сейчас. Сейчас, конечно, материалов очень много, выбор большой. Сейчас вот я обмотала материалом, сейчас мы нитками начнем обматывать, поэтому у нас вот такая вот куколка получается. Вот. Так, сейчас я ее укреплю, закреплю вот так вот нитками, и все. И вот так вот ниточками мы начинаем ее обматывать. Вот это вот так вот. Так, теперь, в принципе, основа у нас уже готова, куклы. Видите? Она уже готова. Теперь что мы делаем? Чтобы сделать такое вот интересное платье, мы делаем руки розового цвета, а платье мы сделаем, сейчас я руки обмотаю, я вам просто показываю, как надо. Это я потом сейчас обмотаю руки отдельно розового цвета, а платье у нас будет черного цвета. Но для того, чтобы сделать платье, нам надо сшить бока, бок платья, вот сшивается бок платья, вот мы сшиваем, делаем здесь прорезь для руки, вот, и одеваем платье на куклу. Сейчас я вам все это покажу, как это все я сделаю. Вот мы уже обмотали ручку розового цвета. Вот. Я вам хотела бы один случай рассказать, когда у нас выселяли, и у моей бабушки, она была из бедной семьи, но у нее было одно платье, она это платье очень любила и очень дорожила этим платьем. И вот когда нас выслали, они их поселили в каком-то страшном таком бедном бараке, где было холодно, голодно, конечно, все люди голодали. И у нее заболели две дочки. Вот. Заболели сильно, и она даже не знала, что с ними делать. И вот однажды маленькая дочка ее говорит: мама, я хочу куклу. А бабушка не знала, откуда взять куклу, были все бедные, даже кушать нечего было. И она всю ночь сидела и думала, что бы сделать, как бы сделать так, чтобы ее дочки выздоровели, чтобы они как-то засмеялись, чтобы они чем-то украсили свое времяпровождение, что бы сделать. И вот она что сделала? Она взяла ночью и свое единственное платье выходное, которое она так берегла из панбархата, она его разрезала на кусочки и сделала две куколки для своих дочек. Утром девочки проснулись, увидели эти куклы, и как же они обрадовались этим куклам. И вы знаете, благодаря этим куклам, может быть, они так вот были сильно рады, что эти девочки выздоровели у нее. После этого окрепли. И всегда они вспоминали мамино платье и маму, которая мама пожертвовала своим платьем, но сделала для девочек две красивые куколки. Вот это я случай, конечно, не могу забыть, всегда у меня это в памяти. Вот. Бабушки моей, конечно, живых уже нету.
Вот, но всегда я вспоминаю. И вот когда я к ней в гости ходила, и у меня бабушка всегда рассказывала и про высылку, и как они жили. Вот. Жили, конечно, было голодно, но все были. Вот этой кукле я начала шить вот такие вот куколки. Вот этой куколки у меня две, конечно, но у меня их еще больше есть. Просто я в данный момент не могу вам показать, а как-нибудь будет время, я вам покажу их. Вот такие вот куколки. Раньше, как я вам сказала, волос, конечно, таких вот, как сейчас на моих куклах интерьерных, не было. И делали из шерстяных ниток. Вот так вот наматывали нитки. Вот так вот наматывали. Вот, брали, разрезали здесь. Ну, здесь можно не обязательно разрезать. Разрезали здесь вот эту последнюю нитку. Вот здесь вот эти нитки тоже разрезались. И плелись из них косички. Нитки у меня просто сиреневого цвета, а нитки брали любого цвета. Ну, таких ярких цветов не было в то время. Ну, вот такие вот темные. Эти нитки закреплялись вот здесь вот на макушке или пришивались, а из этих ниток делалась косичка. Вот мы сделали косичку, вот она у нас такого цвета сиреневого. И сюда, на макушку, на верхушку, мы начинаем ее пришивать. Вот. Нитка длинная у меня получилась. Вот, пришиваем на макушку. Вот. Вот, здесь по бокам мы пришили ткань. Вот она пришивала вот так вот ткань. Я делаю так, как делала моя бабушка. Вот, прошили бы здесь, сделали здесь прорезь вот на этой ткани, засунули здесь рукав, через голову одели вот эту ткань. И вот этот кусочек, вот, который был открытый, я начинаю зашивать на кукле. Потому что по-другому вы ткань не оденете, если вот так вот не оставить здесь прорезь на ткани. Все, здесь мы пришиваем черными нитками, вот, чтобы не было видно нашу нитку на черной ткани. Вот, тон ткани, берем нитку в тон. Так, все зашили мы здесь. Сделали закрепительный шов. Все. Так. Нос, губы, глаза рисовали в то время, мне бабушка как объясняла, золой. Брали уголек и обрисовывали глаза, ротик. Вот. Или карандашом, потому что в то время ручек не было. Или вышивали черными нитками. Глаза вышивали, нос вышивали и ротик вышивали. Это было в то время. А сейчас уже можно и ручкой это делать, и фломастером черным делать это можно. Чтобы сделать поясок, мы берем эту же нитку в тон этой нашей косички. Берем нитку, складываем ее пополам и начинаем вот так вот на пальчике ее закручивать. Крутим, крутим, крутим. Вот. И вот так вот отпускаем. И она начинает закручивать другую нить. Вторую нить закручивает она, и получается вот такой вот жгутик. Посмотрите, вот такой вот жгутик у меня получился. И сейчас мы будем пояс делать из этого именно жгутика. Вот. Все, завязали мы. Вот. Определили талию куклы нашей. Вот. И вот такая куколка. Я бы, конечно, могла бы сейчас использовать здесь и тесемки, все. Но в то время этих таких вот материалов не было. Только был материал, что было у мамы, лежало Теперь последний штрих. Раньше, вот у меня, правда, кусочек такой маленький от платка там остался, вот у меня лежал, нашла я. Раньше были такие шали, большие-большие, такие черные, цветные шали с цветными такими яркими цветами. И вот с такой длинной бахромой, вот нашего поколения женщины, наверное, это помнят. Вот. И у бабушки такая шаль была. Теперь что мы делаем? Вот. Мы одеваем куколку в шаль, в эту шаль. Вот так вот одеваем. Одну сторону мы закидываем вот на эту. Вот так бабушки у нас вот так вот ходили, вот так вот модничали. Вот. Эта шаль одна вот так вот перекидывается, а это
остается здесь. Одна остается здесь, а другая перекидывается на спину. Все. В принципе, у нас куколка получилась очень интересная. А вот еще последний штрих. Косичку мы переправляем или направляем сюда вперед. Вот такая у нас длинная, красивая косичка у нашей девушки. Вот такие косички. Вот, в принципе, у нас куколка готова. Вот мы шаль одну сторону закинули назад, одна у нас осталась впереди. Можно, конечно, и назад ее сделать, но в то время и так носили девушки шали. Впереди коса у них была. Вот я даже вам для примера показываю, вот какие девушки у нас были, нарядные ходили. Вот наша кукла готова. Это чисто чеченская кукла, старинного такого фасона нашего. Такую куклу, такие куклы, вернее, делали наши бабушки.